Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством столицы и Северной Осетии. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Таймураз Мамсуров отметил большую роль Москвы в развитии нашей республики, а также поблагодарил за постоянную поддержку. Напомним, Северная Осетия уже подписала порядка 40 документов о сотрудничестве с различными субъектами Российской Федерации. За последние 8 лет заключены 12 соглашений. Я знаю, что республика сегодня активно развивается, растет промышленное производство, активно строится жилье, развивается социальная сфера. Я думаю, что подписанное соглашение только поможет республике активизировать эти процессы, сделать их перспективными и стабильными на ближайшие годы. Так что я с удовольствием подпишу это соглашение. Дети-сироты получат квартиры в новом жилом комплексе. Дома расположены в недавно отстроенном микрорайоне на улице Цоколаева. Владельцами собственного жилья станут 44 человека. Межведомственная комиссия по обеспечению жилищных прав детей-сирот во главе с заместителем председателя правительства Рустемом Келексаевым проинспектировала готовность объекта. По информации Министерства труда и социального развития Северной Осетии, до конца текущего года жилье получат 76 человек, в их числе бывшие воспитанники детских домов. На обеспечение детей-сирот жильем в этом году выделили свыше 70 миллионов рублей. Мы воочию посмотрели, убедились в том, что сегодня выделяемые квартиры, они находятся в полной готовности. Более того, что сегодня мы были приятно удивлены качеством тех работ, которые подрядная организация, возглавляемая Майрамом Зебисом, осуществила. В рамках проекта «Открытое правительство» состоялась встреча активистов Общероссийского народного фронта с журналистами. Обсудили качество повседневной жизни, мониторинг реализации майских указов президента России, а также общественный контроль капитального ремонта многоквартирных домов. ОНФ остро поставил вопрос о низкой заработной плате для учителей. Республиканская организация предложила свой вариант решения проблемы. Зарплата должна составлять не менее 70% от средней по региону. Также Народный фронт взял под контроль республиканские школы, а именно наличие бесплатных учебников, питание и ремонт в образовательных учреждениях. Кроме того, организация направила силы на переселение граждан из аварийного жилья в новые дома. Также был представлен антикоррупционный проект за честные закупки. В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. Северная Осетия не стала исключением. Женщин чествовали во Владикавказской школе номер 11. Ко Дню матери был организован праздничный концерт. Многодетным матерям, юбилярам и активным представительницам общественной деятельности вручили благодарности и подарки. Поздравить мам пришли известные артисты Осетии. Мама – это главный человек в жизни любого человека. Быть мамой – это призвание. Мама – это как президент, только в масштабах своей семьи. Символом этого дня является медвежонок, который держит в руках незабудку. И это очень символично, потому что незабудка – это цветок из древних легенд, который по старинным преданиям олицетворяет собой то, чтобы люди не забывали, помнили всегда своих близких, помнили родных и любимых людей. В республику привезли чудотворную святыню православия – семистрельная икона Божьей Матери, снова на Остинской земле. По утверждению православных верующих, она всегда реагирует на те или иные события, которые происходят в стране. Когда икону привезли в Бесланскую школу, она стала выделять мир. В честь этой святыни в мире построили уже 5 храмов. Также в Осетию доставили двухстороннюю чудотворную икону Божьей Матери «Умиление». Когда мастер работал над ризой, то он заметил, что оказывается, кроме лика Матери Божией, на этом нерукотворном образе есть еще и другое изображение, ранее невидимое глазу. Не нужно удивляться, потому что этот образ находится вот здесь. Мы все с вами его прекрасно знаем, а знаем мы его по изображению на Туринской плащанице, ведь это образ, лик распятого и воскресшего Христа. Thank you.